Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, и совсем скоро я их представлю. В ближайшие 20 минут мы будем говорить о том, какая помощь может оказываться и оказывается людям, которые отбывают срок и которые выходят из мест лишения свободы. Тем, кому эта тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему эфиру. Вы можете нас слушать на волне ТТМ радио и смотреть на республиканском канале НВК Саха. Теперь я рада представить гостей в нашей студии. Итак, в нашей студии сегодня уполномоченный по правам человека Республики Саха-Якутия Сардана Гурьева. Сардана Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть и рада с вами познакомиться. Взаимно. Спасибо. Также в нашей студии Иннокентий Коротких, заместитель министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Иннокентий Владимирович, здравствуйте. Добрый день, Светлана. В нашей студии сегодня Светлана Серебрякова, начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха-Якутия. Светлана Николаевна, добрый день. Добрый вечер. Спасибо большое, что вы нашли время и пришли сегодня в студию. Рада вас видеть. И говорить мы будем о том, какая помощь оказывается людям, которые оказались, немного, можно так сказать, за бортом жизни. Хотя все мы знаем, что от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Но на деле, когда мы сталкиваемся с такими историями, осудить легче, чем помочь. И такая история, закон пробации, и, наверное, он нужен для того, чтобы людей как-то немножко развернуть в другую сторону, и чтобы мы все смогли протянуть руку помощи тем, кому она нужна. Но я сейчас говорю и понимаю, что это сделать непросто. И все-таки пробация, что это такое, о чем мы будем сегодня говорить, и что уже делается в этом направлении? Национальная вещательная кампания проводит широкую разъяснительную работу, и мы знаем, что население в нашей республике интересуется теми познавательными передачами, и сегодня наш эфир как раз тоже посвящен очень чрезвычайно важной теме защита законных прав и интересов. И по большому счету это профилактика правонарушений. То есть мы говорим о том, что люди, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, во-первых, чтобы они становились на путь исправления, возвращались в нормальную жизнь, и, конечно, чтобы потом они не нарушали законные права и интересы других лиц, и, собственно говоря, уже были полезными государству. И в этой связи, Вета, хотелось бы рассказать для наших телезрителей историю, что действительно те люди, которые отбывают наказание, возвращаются уже по отбытию приговора в нормальную жизнь, испытывают большие сложности с трудоустройством, с тем, что у них нет жилья. Очень, конечно, важным является, когда сохраняются социальные связи. Я думаю, что Светлана Николаевна это меня дополнит, когда в местах принудительного содержания родные не отворачиваются. И у таких людей шанс, процент вернуться в нормальную жизнь, он намного выше. И в этой связи многие разные аспекты социализации, возвращения в нормальную жизнь. Наша уполномоченная по правам человека Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова выступила, мы считаем, с очень правильной своевременной инициативой президенту Российской Федерации, что важно изучить опыт тех регионов, в которых успешные практики, которые возвращают. И первым делом, конечно, это важно трудоустройство. Если человек работает, он может и снимать и в аренду, уже потом в последующем может решать и свой жилищный вопрос. И президент страны поддержал, и мы выезжали на координационный совет уполномоченных по правам человека, который проходит ежегодно или в Москве, или в регионах, где изучаются лучшие практики. В данном случае мы были в городе Красноярске и посмотрели опыт. Там практически 100% те граждане, которые уже отбыли наказание, остаются, их сразу трудоустраивают. Сегодня у нас в республике процент практически за 70. Да, поэтому мы начинали тоже, ситуация была непростая, где-то с 18% трудоустроенных, и благодаря поддержке главы республики, правительства республики через торги, через инструменты 44-го федерального закона, при поддержке, безусловно, органов местного самоуправления и предприятий,
эта работа проводится. Поэтому, возвращаясь простыми словами, можно сказать, что пробация – это возвращение человека, во-первых, в нормальную жизнь, и, во-вторых, чтобы он не совершал преступления, то есть, соответственно, не нарушал законные права и интересы других лиц. И тут может возникать вопрос, а такая работа раньше в республике проводилась или не проводилась? Безусловно, она проводилась. И мы совместно с МВД, с активным участием Управления Федеральной службы исполнения наказаний, наших коллег Министерства труда и социального развития, это в лице ТИРЭХа, Минздрава Республики, Госкомзанятости, огромное количество структур, это и РПНД, и наркология, это и спеццентр, это и органы местного самоуправления, управляющие компании, бизнес-центр, общественные организации «Линия жизни», «Алмаз», более 30 структур, которые мы проводили год раз, по мере необходимости, 2, а то и 3 раза, когда была актуальность, акцию «Путь к дому», а теперь она называется «Измени жизнь». То есть давали шанс, государство дает шанс тем людям, которые желают вернуться в нормальную жизнь. Это, по сути дела, это социально-благотворительная акция, она явилась предвестником, прообразом той работы, которая вот как раз направлена на заботу о человеке. Хорошо, что вы вспомнили «Линию жизни», этот благотворительный фонд. Оксана Кондакова, одна из соучредителей, была не раз в нашей студии. Я поражалась просто, насколько у людей хватает ресурса вот так относиться к тем, от кого отворачивается, в общем-то, большая часть населения. И насчет того опыта, который уже был, мне кажется, мы возвращаемся в СССР. Надо Там-то сказать, точно был такой опыт. что это все-таки в современном российском обществе по-прежнему сильны традиции, и, безусловно, в нашем якутском обществе сострадание и милосердие. Поэтому эти нравственные качества, они идут веками. Поэтому, конечно, мы развиваем то хорошее, что у нас есть в обществе. И сейчас тоже идет, видите, укрепление традиционных ценностей, а не как Запад нетрадиционных. Поэтому, в частности, по линии жизни надо сказать, что здесь республика сделала огромный шаг к поддержке социально ориентированных НКО. В свое время и было и такое министерство. Сейчас Минмолодежи и социальной коммуникации продолжает эту работу. И прям грантовая поддержка президента Российской Федерации, главы республики, народного бюджета в городе Якутске. Это и частные фонды. Они очень активно сейчас поддерживают, последние годы, надо сказать, поддерживают наши НКО, которые, в общем-то, работают для людей. И те граждане, которые сами отбывали ранее наказание, к примеру, они знают эти методы, способы, как им помочь. И самое главное, закрепиться в нормальной жизни. Спасибо большое. Вы сказали, что тем людям, которые выходят из мест лишения свободы, конечно, нужно сначала трудоустроиться, чтобы было чем платить за квартиру, вообще как-то себя содержать. Но еще и пробация – это про помощь тем людям, которые остаются, еще и отбывают срок, продолжают отбывать срок. Светлана Николаевна, у них какие потребности и какая помощь им может оказываться? Да, я немножечко сейчас расскажу вообще о видах пробации. Существует 3 вида пробации. С 1 января 2024 года начали применяться 2 вида пробации. Это исполнительная в отношении осужденных без изоляции от общества. Мы сейчас немножко больше акцент сделали на осужденных, находящихся в местах лишения свободы, но у нас есть еще большое количество, почти 5000 человек, состоящих на учете в республике. Это осужденные без изоляции от общества, имеющие условное осуждение, отсрочку исполнения наказаний, осужденные к принудительным, исправительным работам. Вы с этими людьми каждый день сталкиваетесь в автобусе. Возможно, они живут с вами. Это ваши соседи на одной личной площадке. А мы можем и не знать. А вы можете не знать, потому что это осужденные без изоляции от общества. В отношении них как раз применяется исполнительная пробация. Пенитенциарная пробация применяется как раз в отношении тех лиц, которые в данный момент находятся в местах лишения свободы. И надо сказать, что данную работу, конечно, сейчас у нас она законодательно закреплена, но мы ее все время проводили в рамках подготовки школы к освобождению за 6 месяцев до освобождения осужденного из мест лишения свободы. Мы активно готовили человека к тому, что он сейчас выйдет на свободу, и ему надо будет продолжать нормальную жизнь вести, а не становиться снова на путь совершения повторных преступлений. И с 1 января 2025 года у нас начнет применяться как раз постпенитенциарная пробация. Это в отношении лиц, которые у нас выходят из мест лишения свободы или из исправительных центров, где исполняются наказания в виде принудительных работ. Немножечко уточню, что исправительные центры – это тоже у нас без изоляции от общества считается вид наказания. И данная работа в УФСИН у нас и проводилась она
очень объемно, с привлечением специалистов, социальных работников, психологов. Мы также привлекали и центры занятости населения, на опережение срабатывали. И у нас существуют свои профессиональные училища, где в процессе отбывания наказания осужденный у нас получает востребованные профессии. Но тоже хочется сказать, что контингент у нас все-таки сложный, наши подопечные. И, конечно, пробация, она очень хороша, что здесь у нас не только УФСИН работает, здесь субъекты пробации, и Минтруда, и социального развития. У нас такие прекрасные наработки за год. Нас даже отметил ФСИН России на коллегии по России. Мы прозвучала республика в таком положительном ключе, что мы очень много сделали. И Минздрав у нас помогает оформлять инвалидность людям, что у нас люди, которые без изоляции от общества осуждены. Да, это, возможно, не совсем иногда благополучные семьи. Человек, имея инвалидность, даже не понимает, что он может пройти обследование и получить инвалидность, получать дополнительный доход в виде пенсии. И мы в этом году уже, у нас порядка 3 или 4 человек, которым без изоляции от общества, которым мы оформили инвалидность. Потому что те, которые находятся в местах лишения свободы, можно сказать, им пакет этих услуг входит. Пока они находятся в местах лишения свободы, мы им и пенсии оформляем, и инвалидность. А вот без вот этого закона немножко акцент у нас не был направлен четко и на лиц без изоляции от общества. Теперь полным охватом мы освещаем и помогаем и этим людям встать на путь исправления. Так что работа проводится очень объемная, и мы порядка 162 соглашений УФСИН заключил как раз со всеми министерствами, что у нас уголовно-исполнительные инспекции находятся абсолютно во всех районах, то есть на местах заключены, и с представителями Министерства здравоохранения, и центрами занятости населения. Работа проводится огромная, есть положительные результаты, но опять я хочу сказать, пока человек сам не осознает, что он должен встать на путь исправления, мы все вместе здесь его исправить не можем. Должно быть его правовое осознание, что он хочет встать на путь исправления, чтобы не плодить социальное иждивенчество. И чем пробация хороша, что если мы все-таки составили индивидуальную программу, действительно определили, что человек нуждается, и все субъекты пробации подключились, мы начинаем его трудоустраивать, обучать, оформлять ему инвалидность, а он один раз не дошел, извините меня, там до Минздрава, отказался обучаться. Вот если в течение срока индивидуальной программы человек 2 раза не выполняет то, что ему предписано индивидуальной программой, применение пробации к нему прекращается. Это вот как раз, чтобы не плодить социальное иждивенчество. Человек должен тоже понимать, что если к нему все повернулись, он тоже должен делать шаги на то, чтобы исправиться и встать на путь истины. Есть стойкое убеждение, что им как раз-таки проще, те, которые отбывали большой срок, проще вернуться вот туда, в привычное свое какое-то... Это я дополню. Дело в том, что, вот, допустим, анализ жалоб в адрес нашего правозащитного института о чем говорит? О том, что, вот, допустим, человек отбыл наказание 25 лет в местах лишения свободы, его никуда не берут на работу. Везде отвернулись. И тут уже индивидуальная программа, как раз вот про образ... Микрофон просит чуть поближе. Ой, можете подвинуть. Да, про образ пробации заключается в том, что, значит, как вот индивидуальная карта сейчас, программа пробации составляется, то практически мы тоже начинаем сопровождать гражданина до результата. И это было действительно, как правильно заметила Светлана Николаевна, мы очень тесно работаем с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний, что идет сопровождение индивидуальное. Поэтому именно здесь важен активизм самого гражданина и его желание работать. А к этому сейчас, когда находятся, допустим, те лица наиболее изолированные в местах принудительного содержания, как более сложная категория, на что я, значит, сделала в начале нашей беседы, нашего разговора акцент, то, безусловно, конечно, тут важна поддержка. Или мама там пришла одного молодого человека, который освободился из мест лишения свободы, при всем его желании работать, работодатели боятся. Поэтому определенные такие, знаете, как и, возможно, и доверие, в то же время контроль за такими гражданами, чтобы они были полезными. Вот это очень важно, потому что если ничего не будут делать, не будут работать, то вероятен, конечно, риск того, что, как вы сейчас заметили, желание, в кавычках, вернуться в места принудительного содержания. Еще хотелось бы отметить, что эта пробация носит заявительный характер. То есть осужденный должен обратиться с заявлением.
Мы все разъясняем, мы уже такую даже методику делаем, мы все-таки, зная своих подопечных, мы сами понимаем, кому необходима пробация, мы прямо убеждаем написать это заявление. То есть под пробацию попадают не абсолютно все, которые у нас, допустим, осужденные или вышедшие из мест лишения свободы, а все-таки заявительный характер. Осужденный сам пишет заявление о применении к нему пробации. Это здесь важно. Еще знаете, что вот Светлана Николаевна сказала про заявительный характер. Мы это обсуждали в этом году на семинар-совещании на площадке вот нашего уполномоченного по правам человека, его аппарата, с участием всех районов улусов нашей республики. Участников было более 80, было приветствие главы республики. Вот как раз Светлана Николаевна обсуждает эту проблему заявительного характера, понимали, потому что там есть в статье определенная конкуренция принципов. Это и заявительный, и в то же время некая рациональность того, чтобы человека можно было замотивировать таким образом, чтобы он сам пришел к пробации. То есть убеждать его методом убеждения, методом разъяснения. Потому что если действительно мы тоже здесь говорили, это тонкий момент, подходить формально к институту, вообще к механизму пробации, это мы можем получить ту же картину, что есть же закон, что нет закона, как в народе говорят, да, то можно получить отрицательный результат. Потому мы сегодня на этой площадке находимся, замечательной площадке, и ведем тут уже диалог, обсуждение, чтобы довести до гражданского общества, до каждого человека, что насколько важно, потому что родные тоже могут влиять. Важно является проведение разъяснительной работы. Когда заявление уже написано, да, самим человеком, который хочет стать на истинный, путь верный, да, тогда уже подключается Министерство труда и социального развития человека. Ну да, мы как один из субъектов подключаемся. Вот Сардара Михайловна и Светлана Николаевна очень правильно говорят о том, что пенитенциарная пробация до освобождения, да, вот в течение 6 месяцев уже в местах лишения свободы уже проводится работа по индивидуальной программе. То есть мы говорим о том, что когда человек освобождается, он уже, конечно, после добровольного заявления уже человек должен понимать, куда он выходит, то есть где у него там семья осталась и проблемы только в работе, или человек уже в возрасте, который нуждается в стационарном обслуживании, социальном обслуживании, да, это уже подключает федеральный закон 442, тогда уже Минтруд будет отрабатывать. Или в городе Якутске чисто, может, у кого-то квартира есть, семья есть, только, надо будет только устроить на работу, да, тогда уже комитет занятости подключается. Поэтому каждый субъект, Минтруд, Минобразование, Минздрав, да, Центр занятости, мы должны подхватить после освобождения человека, да, который написал заявление, и по своей линии должны уже отработать. Тогда у человека будет понимание, это раз, человек уже будет готов, у него уже своя цель будет, и каждый по своим направлениям уже должны отработать. Человек не должен идти никуда искать, где бы устроиться, там, обращаться, в Министерство здравоохранения, Минтруд, там уже при выходе уже будет понятно. Попроще говоря, сейчас модное слово, как дорожная карта уже у человека должно быть. Как будто нянчите вы, получается, его со всех сторон. Да, это можно. Здесь вот слово как раз хотелось бы, спасибо большое, в порядке ремарки. Нянчиться, такой цели нет у закона. Здесь речь идет о создании условий, потому что всегда есть критерий эффективности. Понимаете, да? Вот мы сейчас, конечно, много рассказываем, действительно, закон замечательный, дает огромные возможности для человека. А если он не пожелает? Вот какой процент сегодня тех лиц, которые освободились из мест лишения свободы, и, или, скажем, тех бездомных, среди которых 60% ранее судимых, процент возвращения в нормальную жизнь? Действительно, у нас по официальной статистике рецидивная преступность, она снижается. То есть мы говорим о том, что защита прав граждан со стороны правоохранительных органов, со стороны прокуратуры, МВД, УФСИН и так далее, она ведется действенно.
У нас 20 секунд до конца первого блока. Да, и в этой связи, конечно, мы говорим, что вот среди бездомных это практически 9-10%. По России это 6%. Нам надо наращивать этот процент выше. Спасибо большое за полезную информацию. Слушателям и зрителям хочу сказать, что мы продолжим во втором блоке. Оставайтесь. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, мы снова в прямом эфире и продолжаем говорить о том, какая помощь сегодня оказывается людям, которые находятся в местах лишения свободы, и тем, которые выходят из мест лишения свободы. Сегодня в нашей студии компетентные гости. Я еще раз напомню, что по-прежнему с нами Сардана Гурьева, уполномоченный по правам человека Республики Саха-Якутия. Также с нами по-прежнему Иннокентий Коротких, заместитель министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия. И к нам присоединились два гостя, я рада их представить. Это Игорь Данилов, председатель общественной наблюдательной комиссии, и Серафим Иванов, руководитель общества «Алмаз». Соццентр, да? Спасибо вам большое, что вы присоединяетесь к нам, и мы продолжаем говорить о том, какая помощь на сегодня важна и актуальна. Мы сказали уже, обратили внимание наших слушателей и зрителей, что тем людям, которые выходят из мест лишения свободы, необходима помощь в трудоустройстве, в получении жилья, в медицинской помощи, психологическая помощь нужна. И, конечно, самое главное, на что сделали акцент, это необходимо желание самого человека начать социализироваться и как-то, возможно, привыкать к новой жизни, потому что у некоторых срок очень большой, они словно из другой планеты возвращаются в эту жизнь, потому что очень многое меняется. Надо сказать, что вот по акции «Измени жизнь» мы сейчас коснулись, и еще раз повторюсь, что процентов по республике 9-10, которые возвращаются в нормальную жизнь. То есть самая тяжелая проблема, когда человек выходит из мест лишения свободы, и он остается без жилья. Бывают разные ситуации. Это не только когда человек сам по своей вине потерял свое жилье, допустим, злоупотребляя спиртными напитками или оказался жертвой мошенников. А еще бывает так, что, к сожалению, родные, допустим, мама выписала из квартиры и оставила ни с чем сына, пока он отбывал наказание. Поэтому все же вопросы милосердия и сострадания не являются для нас очень актуальными. Всегда должен быть шанс для человека, если он желает вернуться в нормальную жизнь. Тут нету совершенно никаких моментов принудительного содержания. Поэтому то, что делает сегодня общественная наблюдательная комиссия, помогая и проводя проверки в лице Игоря Васильевича, и мы очень давно тоже тесно работаем с общественной организацией «Алмаз», когда только начиналась вообще программа, которая была связана с реабилитацией лиц наркозависимых, и республика активно в эту программу подключилась. Практически это 2013-2014 годы, и тут уже как раз оказался востребованным «Алмаз», как раз такая форма работы, общественная организация, которая протянула руку помощи. Поэтому мы можем их послушать тоже. Серафим, расскажите, пожалуйста, какие-то, может быть, примеры о том, какие вот уже есть результаты с вашей помощью для людей, которым необходима помощь, вот, которую вы можете им предоставить. Как было до, например, обращения в ваш центр, как стало после? Мы работаем с 2015 года. Официально состоим в реестре социальных услуг Министерства труда и в реестре Минюста. Наш реабилитационный центр. Сначала, когда начинали, только 10 мест было, да? Сейчас у нас 50 мест. 50 мест, это туда люди приходят, и что, они там остаются, те, у которых нет жилья? Ага. Могут жить? Приходят на реабилитацию. Да? Работаем с наркологией, оттуда направляют. Есть там и 80% наши, кто приходит к нам за услугами, это освободившиеся из мест лишения свободы. Но они пришли, они могут в вашем центре остаться и прямо жить там? Наша программа рассчитана на год. Год могут жить и еще получать какую-то помощь, чтобы освободиться от зависимости. У нас работают психологи, социальные работники, имеем сельскохозяйственную коммуну, Кабельском улуче, село Орлах. Есть, по развитию личности очень много работаем. Там у нас
кто закончил учебные заведения, много, кто высшие учебные заведения закончил. Но это же дорого очень, вот содержать 50 человек, да, 80 человек. Мы участвуем на грантах, и плюс коммуна у нас, и молоко сдаем, сами работаем. То есть вы еще и работу им предоставляете? Да. Они живут, работают и еще получают помощь, чтобы освободиться от зависимости. Да. Прям отличные условия. Это как раз пример работы Алмаза является как раз примером эффективного взаимодействия власти, общества и бизнеса. Потому что первую основу для таких активных людей, например, как Серафим Серафимович и его команда, как раз является поддержка, вот инициатива тех лет руководства республики, правительства как раз предусмотрели в государственной программе профилактика правонарушений, как раз создание коммун, практически там сумма была 4,5-5 миллионов, и через грантовую как раз поддержку выиграли. И вот старт, конечно, там были очень большие сложности в организационных, где-то оборотных средств не хватало, где-то рабочих рук не хватало, но тем не менее, несмотря на эти риски, сегодня Алмаз успешно функционирует, потому что есть социальные партнеры. Ну вот пока год они у вас находятся, они вроде бы среди своих же, да? Им, наверное, как-то проще. А потом, когда год заканчивается, насколько они могут дальше самостоятельно справляться? Год мало над сознанием людей работать, да? Некоторые остаются, которые вот пока не можно готовы. Так, можно да, остаться? У нас индивидуальная программа предусмотрена. А еще же хотят другие прийти, а мест тогда надо, чтобы было больше? Ну, как-то варьируем. Так работаем уже 10-й год. И более 300 человек получили наши услуги, возвратившиеся с социумами парней. Много кого женился, кто работает сейчас в социуме. Те тоже помогают. У нас отношения как равные к равному. Помогаю другим, помогаю себе. Может, наш лозунг. И это вот как раз Серафим Серафимовичу тоже наша благодарность. Человек оказался в трудной жизненной ситуации, и 22 года он был без жилья. Уехал на работу, приехал и увидел кучу досок. 20 лет не мог решить, гражданин З. И он нашел свой приют, трехкомнатную квартиру Серафим Серафимовича. И мой общественный помощник, это замечательный юрист, заслуженный юрист республики Саха-Якутия, наш ветеран Аксакал Басыгысов Геннадий Степанович. Мы его попросили, он подал в суд исковое заявление, выиграл. И вот он сейчас поселился в центре города в трехкомнатную квартиру. Поздравляю. Понимаете, поэтому это как раз пример того, что насколько можно дружно, когда мы все слаженно работаем, можно помочь человеку. Ну, это первое, конечно, чтобы вот с жильем, да, как-то получилось. Потому что когда есть у тебя дом, уже есть где жить, уже остальное можно как-то решить. И с работой можно решить. Ну и работает тоже, в принципе, если доходы будут позволять, то потом уже можно и снимать в аренду, уже потом потихонечку уже решать и строиться и так далее. Игорь, вы сотрудничаете же очень плотно с Алмазом. И с нами, и с уполномоченным по правам человека. У нас это налажено хорошее межведомственное сотрудничество. То есть общественная наблюдательная комиссия, она занимается общественным контролем в местах принудительного содержания, но в данном конкретном случае вот в рамках вот этого федерального закона вот наша задача вот как раз вот способствовать для того, чтобы вот общественные какие-то объединения, некоммерческие организации каким-то образом помогали вот в реализации вот этих мер, направленных вот на ресоциализацию, социализацию лиц, которые вот подлежат пробации. Ну и, как правильно сказали, конечно же, это хоть и носит там заявительный характер, но наша задача вот действительно вот помогать этим людям, потому что им действительно очень сложно, да, потому что вот там вот как-то вот столько лет вот там пробыть, да, допустим, и возвращаться вот именно в социум довольно-таки сложно. И вот как раз вот наравне вот с исполнительными органами власти вот задача общественных организаций как раз вот помочь. Я помню, вот несколько лет назад вот мы по приглашению руководства ИК-6, вот мы с председателем республиканского отделения
общественная организация «Общее дело» Елены Колесниковой. Мы ездили в Максагалох, проводили такие краткий курс Шичко, да, это вот как раз вот о трезвости говорили, о профилактике вот алкоголизма, наркомании. Я думаю, что как-то вот в рамках этого закона тоже можно было как-то вот такие вот проводить мероприятия. Тоже такой поступок, да, вот не каждый решится вот, ну, поехать туда и перед людьми выступать, потому что, ну, это сложно. Могут запросто сказать, чему вы нас тут жизни учите, мы тут пуд соли съели, и вообще отказаться от каких-то, не знаю, там, благих ваших намерений. Ну, это только часть работы. Вот большое уважение вызывает то, чем занимается вот Серафим Серафимович, да, это вот в течение вот 10 лет, вот, можно сказать, с нуля вот заниматься этим, потому что вот сейчас, вот в данное время по России всего лишь буквально несколько центров пробации открыты, а у нас уже это как бы уже работает. И, конечно, вот можно выразить пожелание, чтобы вот развивался, помогал. Я сначала сказала, когда выслушала, сколько помощи готово оказать государство людям, которые выходят из мест лишения свободы, я сказала, что готовы нянчить этих людей. Но, с другой стороны, может быть, по-другому и нельзя не оказывать настолько много помощи, потому что чаще от таких людей отворачиваются. Им действительно очень сложно найти контакт с внешним миром. Мы изначально должны, на наш взгляд, говорить о том, чтобы, конечно, проводить профилактику правонарушений, чтобы у нас было минимальное количество преступлений и других правонарушений. Все-таки вести работу с молодежью таким образом, чтобы не совершали преступления. Но поскольку это социальное зло, мы все равно должны говорить о том, чтобы принимать заранее меры на упреждение. Вот. И в этой связи, конечно, коль скоро бывают ситуации самые разные, когда человек вот, умышленно совершает преступление, у него это позиции, вот, о которых вы так говорите, это одна часть. Есть такие люди, которые, ну, совершенно там какая-то трагедия случилась, такая жизненная ситуация, и такие люди, они готовы уже по освобождению вести нормальную жизнь и быть полезным. У нас есть ребята, которые из социально ориентированных НКО уходят на СВО, защищать интересы, суверенитет Российской Федерации. И есть такие, и из Тереха уходят, из линии жизни они там подписывают контракты. То есть все равно идет переосмысление и осознание своей необходимости. Да, хорошо, что этой темы коснулись. Я себе галочку поставила, но забыла об этом. Да, как раз Оксана, когда приходила соучредитель линии жизни, она говорила о том, что для кого-то это социальный лифт, да, вот уйти на СВО, то есть как-то вот принести какую-то помощь, и они идут. Ну, хотя есть разные истории о том, как там проходит их служба, и есть, конечно, много и негативных отзывов. И еще я знаю, что с такими людьми не готовы работать психологи зачастую. Вот, допустим, опять же, про линию жизни. За много лет только один психолог отозвался работать с таким контингентом. Действительно, чаще эти люди сталкиваются с отказом. Поэтому я и сказала, что это такой, ну, поступок, то, что вы поехали в места лишения свободы и стали работать с этими людьми. На самом деле, вот, практика это не новая, потому что религиозные организации вот, работают. Я знаю, что Якутская православная церковь, с епархией вот ездят священники, постоянно вот беседуют. И есть такой опыт в России, что как раз вот в местах лишения свободы вот, дают возможность членам Содружества анонимные алкоголики. Потому что они там как раз вот проводят какие-то беседы. И, в общем-то, много общественных организаций готовы вот как бы помочь. Потому что вот слово «нянчиться», да, вот оно не подойдет. Потому что человек, он изначально чувствует, как к нему относятся. Иногда, наоборот, хочется, чтобы понянчились. Смотрите, у нас до конца остается 4 минуты, мало времени. Может быть, что-то важное вы не сказали. Я просто вдруг вас куда-то своим вопросом уведу. И Иннокентий Владимирович хотел цифры озвучить какие-то. Давайте как-то время распределим, чтобы... Одна из помощи еще вот с прошлого года у нас люди оформляют социальные контракты. Вот на сегодня
за 23-24 год 180 граждан оформили социальный контракт. Это для тех людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это в среднем около 24-25 тысяч. Тоже помогает в первое время. Вот это тоже надо отметить. Ну и потом, да, вот сказал же Серафим Серафимович, за 10 лет очень много людей на ноги поставили. Вот Серафим Серафимовичем мы, когда и в прошлый раз были, люди, ну и отношение к жизни людей совсем другое. Они вот на равных все работают, сами себя содержают, да, вот. Ну и кроме этого они еще открыли такую хорошую мастерскую, ну, для ребят, которые сейчас находятся в специальной военной операции, шьют бронежилеты. Противосколочные изделия. Да, очень много таких вещей, которые сейчас очень необходимы. И мы были очень, скажем так, горды и удивлены. Там, ну, ребята сами показывали, как это все делается. Поэтому это и есть та помощь и для людей, которые, вот, выходя из мест лишения свободы, ну, самая такая практическая помощь, что ли, можно сказать. Это я хотела поблагодарить наших коллег, которые сегодня в студии, которые сейчас на своих рабочих местах, за понимание ценности совместной работы. Потому что это работа для человека, во имя человека, и самое главное, сам человек, конечно, у него желание, когда есть трудиться, это тоже подлежит поддержке. То есть республика создает сегодня максимальные условия, чтобы человек работал. Вот это очень важно. Если у него будет работа, он будет стараться, желать, у него все получится. Да, спасибо большое. Я согласна, что это очень сильно непросто повернуться лицом к таким людям, протянуть им руку помощи, и даже приходится наверняка протягивать ее несколько раз, потому что они не сразу эту руку помощи берут. Приходится объяснять, рассказывать, убеждать, может быть, какие-то примеры приводить. Кстати, может быть, вы расскажете какой-то пример, вот, который вам запомнился после того, как вы, допустим, убедили человека, что ему нужно вот на эту тропу. Я могу рассказать случай гражданина, который пришел к нам на одну из акций, и он до сих пор работает у Серафима Серафимовича, и достаточно полезен, и каждый год к нам приходит и говорит, что у него все нормально. Поэтому это как раз пример социального партнерства, когда человек пришел, и вот он остался, закрепился, потому что он сказал: я хочу жить по-человечески, хочу работать. И вот как раз пример успешной ресоциализации. У Серафима Серафимовича примеров, наверное, много. А еще один гражданин же есть, который пришел к вам и сказал: зачем меня выпустили, посадите обратно. Который некогда ему, он до сих пор тоже у меня. Но все-таки, да, все-таки. Пример того, что гражданину, конечно, нужна помощь. Спасибо большое вам за полезную беседу. Слушателям и зрителям спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких, и теперь вы знаете, если что, куда и к кому обращаться. До хорошего вечера.